Ну вот петли. Петли. Это троечка. Тройка. Вот так называемая. Китайская тройка. Она, кстати, намного вот удобнее вот работать, потому как он, более гибкий, как говорится, да? Вот так четверка-то она жесткая сильно. Вот ее так по кустам развесить не получается, а это как-то намного удобнее ее вешать. Ну, ставить, короче, намного удобнее. Вот тут в эту кастрюлю запихал этого, лапник, елового лапника полностью запихал, скипятил, чтоб смола от нее. Это как его. Хорошенько прокипятил, потом эту всю хвою вытащил и коры запихал тут. Кору лучше брать такую. Вот. Это вот, которая старая. Вот. От подсохших деревьев, короче, у них там кора, стадии этого, как его, разложения, что ли, так сказать. Она более хорошо на воде. Это как его. Когда кипятишь, свет дает. И еще туда добавил, прямо с печки золы, добавил тут, как говорится, на глаз. И вот с такой вот блестящей, вот у меня получаются вот такие вот, такого вот цвета петли. Они тогда не блестят. И это, как его, когда вот удачно, с корой удачно получается, то они светом как кусты получаются. Как кусты, как тальник. Промеж них их и не заметишь. Так вот. А вот длина петли, короче, да? Длину петли я обычно делаю, два размаха вот так вот. Два размаха. Это получается намного длиннее, чем положено, да? По правилам охоты. Но вот видишь, их надо же к дереву привязывать. За деревья привязываешь и прочее, и лишняя длина не мешает. Как говорится, там ее можно и подогнуть и прочее. Вот так вот, например, обрезаю. И вот сворачиваю. Сворачиваем и кастрюлю их. Вот примерно вот так вот помещались. И ставим кипятиться. Вот так кипятить-то. Эта печка-то она железная. Вот так закинул. На ночь можешь поставить. Вот так, чтобы нормально так прикипятилось. На полсутки так вот. На ночь, на день. С утра пораньше проснулся, сделал, поставил. Вечером приехал, вытащил и высушил. Так вот. А вот это вот, так называемые угольнички, да? У них принцип работы такой, короче, он это затягивается, а обратку не отпускает. Вот. Для чего там типа сделано. Эти вот, это уже все использовано, снимал петель. Нет, так-то они здорово держат, да. Там даже заново, короче, поймалось, и то держит. Затягивается и не отпускает обратно. Так вот. Так-то хорошо придуманные штуки. У меня тут, не знаю, вот треть петель, наверное, вот такие вот приблуды.
Ну а в основном на своих петлях с ними, ну вот с этим-то там же болтики надо, их-то закреплять надо. В основном, да, я на своих петлях делаю это, как его, ну так называемая тунгусская завязка. Вот так вот делаю. Она тоже не хуже, чем эти работают. Вот так вот. Вот, например, да? Вот. Так вот. И плоскогубцами еще так вот зажимаю. Ну, вот так вот. Так получается. И вот когда вот через это продеваю, это продеваем. Вот когда петля, также она стоит, да? И вот за счет этого, что здесь сильно свободно, да, она вот, это вот падает хорошо, короче, ни за что не цепляется, падает. И вот когда зверь попадается и начинает это биться, вот эта вот часть вот так вот зажимает. Так зажимает это. И, ну вот, например, на шее затянуло, короче. И он же и с той стороны, и с этой стороны, и с этой стороны. Вот так вот и зажимает ее здесь. Если сильно хорошо дергает, здесь как будто переламывает. Ага. И уже в обратку так не отпускает, короче. И вот иногда даже этого некоторые, вот эту вот часть маленько, вот газовой горелкой, вот отпускают маленько, поджигают, чтобы она здесь лучше схватывала. Вот так вот. А вот так вот переламывать и все. Держит крепко, уже обратку не опускает. А так для установки так вот делаешь, чтобы так свободно бегала она. Вот. Тык, когда попадается, вот уже зажимает. Так вот. И вот почему длинную такую делаю, да, петлю, больше, чем положено. Это из-за того, что вот петлю, да, надо привязывать повыше, ну, чтобы она, короче, под углом тянула. Ну, градусов 45-35, вот так вот тянет тогда. А если дерево попадется, ну, такое, которое вот играет, она играет, стоит, короче, полную силу. Волку тянуть не дает, ну, как амортизирует. И если даже за толстое дерево привяжешь и под углом там 45 градусов, это же не напрямую тянуть, а под углом тянет. И у него, ну, порвать эту не получается. Трос порвать не получается. Вот поэтому такую длинную делаю. Там-то, в принципе, вот рабочая часть, ну как там в этих написано, где-то метр с лишним только рабочая часть, а остальное на завязку туда повыше это уходит. А если бы она была где-то метр с чем-то, то там только, ну, если на высоте колена ставишь, где-то на уровне пупка только завязывать. На это уже ему получается напрямую тянуть. И тогда может порвать петлю. Так вот. Ну а за дерево как привязать, да? Вот так вот. Ну, здесь пример. На чулочке покажу. Вот так вот беру. Так вот. Ну и та же завязка почти что получается. Вот так вот. Так вот сделал. Затягиваю.
еще можно так пропустить. Тут пожестче надо. Тёрнуть. Она зафиксировалась, да? И еще раз вот так вот для контроля. Вот так вот. Просто вот так вот, например, да? Когда он натягивает волк, он затягивается на дереве и сидит. Ну и это тут, короче, ну вот толщина вот этой тройки, почему я люблю, да? У больших волков, короче, это вот они ее вот перегрызть не могут. У них же зубы, вот эти хищнические зубы устроены как ножницы. Это вот друг за дружку же, да? Вот так вот. Это уходят друг на дружку, короче, вот так. И вот он хватает ею, короче, натяжку дает ей. У этого напряжения вот хватает, когда хочет как болторезом срезать. А вот этот у них не так попадает. А вот четверку бывает перегрызает, у них как-то совпадает, короче, вот эти их устройства зуба, да. А вот с таких вот уходили, это вот такую тройку перегрызали, ну вот обычно маленькие самки. Ну так по следам смотреть, самки у них тут зубы эти хищнические, видать, совпадают, как-то удачно попадают, натяжку дают, тык. Это же напряжение получается, и вот это вот разворачивается и хватает, короче, как болторезом срезать может. Ну а вот этот вот на большинство волков, короче, у них как-то зубы не это. А четверка бывало перегрызали. А двоечку вот такой вот толщины двоечка, да? Вот такой вот толщины двоечка они. Это, ну, ставить пытался по первости тоже. А думаю, железный же выдержит. Кого он-то? Только раз. Да. Это вот два оборота вокруг дерева, натяжки, видать, дает класс зубами, как болторезом срезает. А вот этот, троечка у него, этого хватает. У него хватает, короче. Если удачно дыхалку перекроет,